Отасы бар, мени жұмыштан алдым дегендей маалымат кетип атат да. Биздин могу мени жоюп жұмыштан алдым деп жана министр кече күнү мен жокто келип эмеге комментарий келип айтпай келип катышып ардекени сүйлөп мас абалында ичип алган эртең менен 8-де ар нерсени айтып кетиптир. Анан мына бүгүн силер менде канча киши жазылган? Бүгүн 35 киши жазылган сага приемга. Мен азыр ошол жака барышым керек. Ал кишиге жолугушушум керек. Анан силерден суранарым, мен иштегенимди каалайсыңарбы, каалайсыңарбы? Каалайбыз. Мына бир күндүк адамдар отурса, бир эле күндө келген адамдар. Ушунча киши боюнча канча фамилиясын билет? Бейшеналиев. Кадыр Бейшеналиевич, мени жакшы тааныйсыз. Мен сиздин приемуңузга 5-6 жолу кирген кишимин. Мен үй бүлөм менен 2-группада инвалидмин. Азыр өзүмдүн ооруганыма байланыштуу ушу жерге келдим эле. Анан ушул жерден адамдардын көйгөйүн чечип, адамдарга жардам берип аткан Жумабеков, Сабырбекти жумуштан алам деген бул кандай уяты жоктук. Бул жерде адамдарга боорукерлик барбы? Адамдар бул жерде бирибиз баспай, бирибиз колубузду сүйрөп, бирибиз бутубузду сүйрөп келип атсак, ушунча адамдар очередте турсак, азыр министрство, айланайын министр, мени жакшы билесиз. Менин жолдошум операция болот дегенде мен сизди 1,5 саат күткөм. Сизде министрдиңизге кереги деле жок. Андан көрө биякты түшүргөндөн көрө өзүңүз сыйыңыз менен эле кете бергенди мен каалайт элем. Ошон үчүн бул жерде баардык элдер үчүн, баардык элдер бирден айтсак дагы, бул кишинин иштеген ишин биз өтө жогору баалайбыз. Ошон үчүн урматтуу министр, акылыңызга келиңиз. Азыр бизди көрүп кеткенге уруксат бериңиз. Өзү азыр барам деп атат, барып келгенче биз да күтүп турабыз. Эч качан иштеп, академиктерди алып салып, илгерки врачтарды алып салып, бизде эмне кайсы врачтар көрөт? Же контракт менен окуган студенттерге жазганды билбей атат. Мына мен 2-3 жолу мына урологияга барсам, эже мугалим экенсиз, менин ката жазып аткан кагазымды кантип жазып атасың деп атасыз го дегенде, мен күлүп туруп ошол жерден жок, мен ал катаңды айтпайм, чыгып мени көрүп берсең болду деп чыктым. Мына мен больницадан чыкканыма 5 эле күн болду. Азыр ушул ортопедический оору болгонум үчүн жамбашыман ушул жака келсем, азыр бул кишини сиздердин журналисттериңизге да жолуга албай калдым. Урматтуу министр, мен сизге ушу менен. Если это такой принципиальный вопрос, чтобы я готов, чтобы я сдал свой пост, я готов. Но ради чего я готов жертвовать? Ради того, что вот это все то, что сделаны, прогресс, сделанные достижения и будущее травматологии, ортопедии Кыргызстана, я должен все вычеркнуть, что ли? Ради этого, что я должен уйти. Поэтому я не собираюсь уходить. Я буду бороться до конца, и мой коллектив. Мы будем бороться. Мы докажем нашему министру, уважаемому нашему министру, что Беничто должен остаться, Беничто должен работать на благо нашего населения, на благо наших горожан. А министр сейчас идет с вами на контакт? Вы вчера говорили, что он не берет телефон, что он с вами... Да, он не берет, я ему столько сообщений отправил, он не хочет. Мы даже дали, он же хочет, чтобы он назначил. Ну хорошо, ладно, я проект, положение, вот такое положение, проект, это утверждается в министре, да, я уже дал ему. Я ему дал, и он уже ознакомил, он почитал. Там идет назначение, по представлению мэра города Бишкек назначает министр. И название поменяли, не Бишкек, он мне говорит, не слово Бишкек уберите, говорит. Он говорит, не надо, мне его раздражает слово Бишкек. Понимаете? Он так и не сказал. Вот мне раздражает слово Бишкек, уберите слово Бишкек. Что-нибудь напиши. Ладно, мы написали Кыргызский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Назначает министр, директора. Тоже мы дали. Но он сказал, нет, я сделаю больницу. Вот видите, он хочет сделать обычную больницу. Скоро. Теперь последний ответ его слова. Он же сказал, вот пишет на прессах, он так и сказал, что здесь должен был оказываться экстренной помощь по травматологии, поэтому мы оказываем. Для этого мы предназначены. Мы оказываем, мы работаем. Наша работа, наша функциональная обязанность, это и заключается, что мы круглосуточно мы должны оказать помощь по травмам, по отравлениям, по ожогам. Все к нам приезжают.
Он только шапку поменяет в больнице, а остальные функции все у нас остаются. Но когда шапку поменяет, внутри вот эта наука, образование, все уйдет. Все исчезнет, понимаете? Он не будет научным центром, он не будет исследовательским центром. Отсюда исчезнет диссертационный совет. Мы не будем выпускать здесь кандидатов. Наши ребята где будут защищаться? Поедут туда, тогда. В Россию поедут. Попробуют там защитить. Сколько надо ехать надо? Раз 10 надо ехать, чтобы защититься. Вот, поэтому в этом плане я считаю, что наш министр, он тоже очень глубоко ошибается. По поводу его комментариев, что вы тут вотчину свою устроили, могли бы вы ответить? Я вначале вам говорил, вы позвали, я вам вот скажу. На основании закона Организации здравоохранения Кыргызской Республики, есть такой закон, вот она. Третья статья, 4 статья, там гласит тип организации. Идет, значит, первое это государственная организация, создаваемая уполномоченным государственным органом, потом государственная организация здравоохранения, создаваемая другими государственными органами, это МВД, КГБ, у них свои клиники. Да? И третий муниципальные организации здравоохранения, создаваемые местным государственным администрацией и органами местного самоуправления. В 2004 году на основании этого закона создан Бишкекский научный центр травматологии и ортопедии при мэрии города Бишкек. При мэрии города Бишкек. Подписывает соглашение министр, мэр города и председатель городского кенеша. После этого значит, меня назначают директором. Вот она, выходит постановление Похтон, мэрии города Бишкек. Меня назначают директором. Подписывает Керимкулов и Кадралиев. В 2011 году я ушел, год работал министром. В 2012 году я обратно вернулся. В 2012 году меня тогдашний мэр Иса Умркулов опять назначает, повторно назначает на это место директором. Эта больница, это государственная больница. Никаких здесь приватизации нету. Здесь даже одного гвоздя, даже не моей. Нету такого понятия, понимаете? Это просто ложь, очередной ложь, обман. Как что можно говорить? Я не знаю, вы сами придумайте. Нашего министра, уважаемого моего министра. Мне даже стыдно за него, понимаете? Если он вот такие вещи говорит, народ, поэтому я вышел, чтобы вам объяснить, уважаемые коллеги, друзья, чтобы вы поняли, никаких здесь приватизаций нет, никаких частных лавочек здесь нету, все государственное, все проверяется. В прошлом году нас проверил счетная палата, здесь проверил. В конце ноября проверил 7 сотрудников аудиторской конторы нашего Минздрава проверили. Мы финансируемся полностью от государства. То, что он здесь говорит, что я вас финансирую, я. Ну как, кто он такой, чтобы он нас финансировал? Что он, олигарх, бизнесмен, что ли? Нас финансирует государство. Правительство государства финансирует. У нас есть премьер-министр, у нас есть Минфин, который этим делом занимается. Президент во главе стоит во всем этого, да? Но приходите сказать, что это я вам даю деньги, я вам куда даю, это как будто от своего кармана дает, но это просто, я считаю, некрасиво.